Стенд, посвященный легендарному артиллеристу Гаврилу Дмитриевичу Протодьякову. Который вчера писали вот на посты, которые. Расскажу самые вот важные моменты, да? Вот его маршал Чуйков Василий. Ага. Наверное, вы все слышали о его тактике ближнего боя знаменитом. Вот. Это, оказывается, идея нашего Протодьякова. Вот это да. Дело было в Курском, в Кургане, ну, Мамаевом Кургане. Ага. Курская дуга. Мамаевом Кургане в Сталинградской битве. Вот. И там он остался один. Лошадь его убили, и ему нечем было вытащить свою пушку. Поэтому он не хотел оставить пушку и остался. И вот прямой наводкой с тактики ближнего боя и уничтожил все оставшиеся силы. Там были и танки, и пулеметные точки. Вот. Таким образом, он не только спас себя, но и вот создал новую тактику боя. Вот это да, вот это у вас земляки, ребята. Как раз в этой панораме и увековечен его подвиг, можно так сказать. Вот. В Волгограде про него каждый день рассказывали. В ходе битвы был разрушен на 91%. Как символ разрушенного города Мельницы Бергорода, рядом с ней наш музей сейчас, напротив дома Павлова. В Заревом пожаре здания Центрального универмага, железнодорожный вокзал. Он 13 раз переходил из рук в руки и был разрушен до основания. Перед нами войска, которые готовятся к атаке. Продвижение начинают артиллеристы на огневые позиции. Прямо напротив нас изображен подвиг Матвея Путилова, связиста 308-й дивизии. Добираясь к месту разрыва осколком мины, он получил ранение в обе руки. Добравшись до разрыва, понял, что физически не сможет соединить провода руками, и тогда соединил их зубами. Атака началась. Наши бойцы уже в окопах противника, где идет бой. На переднем плане перед нами изображен артиллерийский расчет Гавриила Протодьякова. Гавриил Протодьяков остался единственным выжившим. Прицел пушки был разбит. На наши позиции пошли танки, и он начал бить их прямой наводкой. Этот боец доказал, что один в поле воин. Он прошел всю войну, затем вернулся на родину, где работал учителем.